Испытано на себе. Театр начинается с вешалки. Слова знаменитого режиссера Константина Сергеевича Станиславского. Сегодня мы находимся в Государственном театре оперы и балета Республики Саха-Якутия. Это канал Якутия-24, проект «Испытано на себе». В прямом смысле гардероба в служебном помещении нет. Мы попали через вход для сотрудников театра, но много чего интересного мы вам покажем именно сегодня. Друзья, мы находимся в святая святых любого из театров. Это гримерная. Гримерная – это очень важная составляющая выступления, ведь все артисты, любые, проходят через этот цех красоты, не побоюсь этого слова, и работа гримера, она чрезвычайно важна для любого театра, для любой постановки, для любой оперы и так далее. Сегодня моим подопытным будет знаменитый артистище, не побоюсь этого слова, Александр Емельянов. А обучать меня этому искусству будет опытнейший мастер-гример Сахая. Они сотрудники Государственного театра оперы и балета. И сегодня мы вам покажем, а точнее даже испытаем на себе, каково это красить людей. Итак, с чего начинается самая основа грима? Во-первых, мы на артиста пелерину накидываем, чтобы не испачкать костюм. Так. И сразу приступаем. Прекрасно. Так, сначала нам надо увлажнить лицо. Берем вазелин, я отсюда вам дам. Прекрасно. Угу. Берем чуть-чуть. Это не просто увлажнение, это еще Защищает кожу. Ага. Этого хватит. Хорошо. Раздражение. Сейчас Да, я вам кстати, покажу. ведь это все-таки химия в какой-то мере, так? И, соответственно, реакция кожи может быть разная. Растираем Да. его. У нас будут использованы элементы постижа. Вот. Вот так И будет выглядеть. Где мы будем крепить бороду, да, мы не увлажняем. Только те участки, которые будут открытые, Да. получается. То есть это у нас будут брови, усы и борода. Примерно Мы начнем с двух сторон, слева и справа. Во-первых, это будет быстрее. Во-вторых, наглядно я смогу увидеть, как мастер это делает. Ну и потом, после нанесения грима, когда все закончится, да, снимается грим очень хорошо, когда... Когда это все уже обработано предварительно. Да. Начинаем с наложения тона. Берем 5-й тон. 5-й тон, это вот у нас так, вот. Ой. Вот. Вот он, 5-й тон. И Так. берем кисть. Кисть для растушевки. Начинаем с самых светлых участков. Угу. Это у нас лоб, Угу. нос. Угу. Лоб, нос, крылья носа. Угу. И по лбу наносим вот такие штуки. Грим у нас будет характерный. Будем делать мавританца. Вау! У него роль... Роль врача, мавританский врач. Его зовут Эбн Хаки, он маг, целитель. Так, дальше. Потемнее тон берем. Потемнее. Это вот этот. Вообще, Да. Набираем немного. И Начинаем затемнять виски уже, да, получается? Интересно. делаем более фактурным лицо. Так. И на глаза тоже. Угу. Берем И тот, который мы еще не использовали, да, методом исключений. Нет, вот это. Ага, Вот это, подойдет. прекрасно. И Набираем немного. И убираем брови. убираем брови. Потому что будем клеить. Ага, смотрите, Другие. брови убираются именно вот так. Александр, вообще скажите, насколько вот для вас мучительно каждый раз подвергаться гриму? Это понятно, что издержки работы, это вот часть работы, я бы даже сказал, но вот бывает ли, что у вас нет настроения гримироваться, и вот что с этим связано как-то? нет, у нас всегда хорошее настроение перед выступлением. Да, и гримировация это тоже как обряд идет. Да? Ну, образ входишь, да? Каким будешь еще неизвестно, но примерно знаешь, что у нас такие мастера. Что каждый раз просто удивление происходит. Берем да? палетку теней и сразу Понятно. набираем оттенок потемнее, Так, оттенок потемнее. чтобы выделить блюд. Вот Так, эти и... впадины. Аккуратненько. Вот так. Растушевываем. А в среднем сколько времени занимает грим, вот, чтобы Ну, по-разному готовить от иногда. нуля и до полного образа?
Ну, в среднем где-то минут 20. Здорово, за 20 минут можно превратить человека, прям изменить до неузнаваемости. Это надо получится. растушевать Да, чуть-чуть. все, понял, хорошо. Мгм, Берем. так, Она двусторонняя. Берем Мгм. черную сторону. черную сторону. И подводим глаза. Мгм. Закрываем. Вот с глазами, да, достаточно опасно, здесь нужно очень аккуратно. Можно вот так Да. оттянуть чуть-чуть. Мгм, мгм. И И прямо по веку, да, получается? да, Чего себе. делаем побольше глаза, чтобы Мгм. со сцены увидеть. Чтобы глаза были Игру. заметнее, да? Мгм. Понятно. Плевать на карандаш не надо, как в старой советской. Да, нет. эпохе. Так, дальше. Берем кисточку Мы маленькую. берем кисточку, которая вот эта вот маленькая. И набираем черные тени. Черные тени. Закрепляем. Черные тени, черные тени. Вот, вот. А, все, понял. Так, это нужно закрепить Прямо наверх. оттуда можно набирать. Ага. Так. Ух ты. И накладываем на глаза. То есть глаза мы должны вообще прям зачернить, Да. получается. Да? Надо нам сделать устойчивый грим, чтобы не осыпался. А насколько по времени грим действует? Например? 2 часа Не нужно ли максимум. подкрашивать? То есть на оперу, на премьеру? Иногда бывает, Что в каком-то... когда может быть? мы поем, потеем, да, Мгм. и все это может смываться или задеваешь там Мгм. Мгм. Ну да, как-то случайно. одеждой, какое-то. да? Мгм. или что-то. В этом случае можно быстренько прибежать на сцену, к Да. примеру, и Нет, В мы контракте или иногда дежурят наши с палетками наготове, да, чтобы можно было наготове тут же дежурят, подправить. если и делаем этот второе веко. Второе века. Вау. Это выше черной, да, нужно будет делать? Гримируются абсолютно все, вне зависимости от того, какую он роль выполняет на сцене? Или есть какие-то роли, которые не требуют грима? Или Ну, чаще ну, всего все- все-таки, все- как в той или иной все степени, наверное, гримируются. все. Кто-то даже у побольше, нас кто-то поменьше. гримируются машинисты сцены, которые двигают декорации. Мгм. Даже они двигают, потому что Ничего они себе. тоже костюмы одевают и гримируются даже. Смотрите, друзья, мы работаем пока только с веками, только с глазами, и столько уже слоев, столько разных оттенков использовано. Ведь не зря говорят, что глаза – это зеркало души, и как загримируешь, как накрасишь глаза, как нарисуешь глаза, не побоюсь этого слова, видимо, Так и мы споем. Так и споют артисты, да, Да. получается. От гримера все зависит. Смотрим, куда будем клеить Так, наши это брови. брови, друзья. И при- Чуть-чуть Обезжириваем. сверху бровей и обезжириваем этот участок. Так. И Затем берем такой специальный клей. Это называется сандарачный клей. И набираем чуть-чуть. Мгм. Так, клей. А вот он, да? Ага. Ух ты, у меня есть тоже суперклей, мы его немножко взбалтываем. Это все у нас Раньше профессиональный. Мажем то место, где у нас Сверху будет- бровей. Чуть-чуть промазываем. Как мы видим, брови немножко сбежали. А я хотел только сказать, что брови это лучше, что у меня получается. Клеить бровь. Но, видимо, это все не так. Но, к счастью, все поправимо. Так. Так, дайте угадаю, это усы. Это усы. Усы. Мы это делаем сами, вручную. Из Каждый... настоящих волос. Это не настоящие. тоже Настоящие тоже Мгм, есть. мгм, понятно, хорошо. Прекрасно, да, по-моему, смотрится просто замечательно. Ага. А гримеры всегда работают без перчаток, да? То есть это только Да. тактильные У ощущения, нас, голые пальцы. потому что Конечно, где-то нам я- надо чувствовать актера. Да, естественно, согласен тут. Так. берем Приклеивайте. усы. первый запах. И главное, Когда приклеивать, я делаю вот так. Ага. Надо Да, правильно. Да. Центруем сперва и накладываем в то место, Делаю где так, мы чтобы нанесли клей. при пении, да? Не отклеился. У меня не А, отклеилось. Я вот делаю в чем так. дело. Это всё. Да, конечно. Это техника держать. такая, да. Прям огонь, да. Так. Ой, это что? Это борода. А это у нас борода из натуральных волос. Вот это уже натуральные волосы, друзья. Смотрите, борода должна быть Давайте серьезная, посмотрим. натуральная. Прикидываем, как обычно. А скажите, пожалуйста, у каждого артиста свой гример или тут как получится по смене, по отпускам? То есть вот человек привыкает Нет. к телу Э, или Нас- стараются все-таки? В нашем цеху нас 5, Так. и других заменяющих нету. Поэтому работаем мы до отпуска все. Вот Можно вот так делать? Ага, лайфхак кстати. можно, да, просто Вот ватным диском пройтись и, соответственно, Видите? на клеевом слое остается. Вот так вот. И тогда, как нам сказали,
Это все легче отклеится. Так, убираем диск. Такая вот получается многослойность. Это прям уже какой-то сэндвич из реквизита. Так, ну да, мне уже нравится результат. Что-то в этом есть. Не скажу, что прям Дед Мороз, но Набираем чуть-чуть коричневого. вот этого же. Можно отсюда? Можно отсюда. Так. Набрали коричневого. И делаем скулы Скулы мы делаем вот здесь вот таким образом. Вот Ага, так. вот так вот. Ну и на этом все, Ага. наверное. Ну, друзья, смотрите, какой получился результат. Если бы я не видел Александра без грима, я бы подумал, что он вот такой пришел, что он такой и существует. Ну, Нужно, по крайней наверное, мере, его левая сторона. Конечно, результат надо посмотреть с костюмом и с головным убором. И давайте еще Да, безусловно, образ для артиста конечного результата не наденем. полный, без костюма, без головного Головной убора. убор. Так, Так, мы видим Иван, прекрасный Ксепа. головной убор. это, ага, вот это перед Так. получается. Вот это да. вот так. Вот это И тут супер-пупер. Рубин такой здоровый. Должен быть такой брошь. Сейчас мы немножечко расскажем пробежимся по аксессуарам, по принадлежностям, которые в гримерной в большом количестве имеются. Огромная коллекция усов, бород, бровей, различных приспособлений, чтобы это все крепить к людям, и масса косметических средств, которые используются в самых разных случаях, в самых разных ситуациях. Обратите внимание, вот здесь вот это похоже прямо на уголок следователя, на подбор усов для каких-то персонажей, и это все используется. Представляете, большинство из них используют в своей конструкции натуральные волосы. Именно поэтому они смотрятся как настоящие. Столько всего, наверное, любая девочка, любая девушка сейчас просто с восторженными глазами это смотрит и думает: вау, вот бы мне столько. Мы покидаем гримерную, друзья, даем возможность артистам подготовиться и сейчас направляемся дальше. Нам удалось пробраться в гримерную к одной из исполнительницей главной роли этой оперы, Прасковье Герасимовой. Пока она перед выходом на сцену согласилась уделить нам несколько минуточек, мы видим, она уже в образе. Белый рояль, белое платье, все выглядит просто шикарно. Да, почти. И сейчас мы зададим ей несколько вопросов. Прасковья, скажите, пожалуйста, что в целом, не раскрывая секреты, не раскрывая тайны, как говорится, не спойлерить по-молодежному, да, о чем опера «Иоланта»? Опера «Иоланта» о незрячей девушке, врожденной слепоты с детства, которая ради любви прозревает, излечивает свою болезнь, влюбившись в юношу. Чудесная сила исцеляющей любви. Да. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас генеральная репетиция, как называется в театре «Прогон» оперы. Да. Все артисты вынуждены, точнее обязаны надеть костюмы, привести себя в порядок, чтобы все было как по-настоящему. Насколько репетиция отличается от выступления? Больше вы волнуетесь на репетиции, либо уже перед зрительным залом? Какие ощущения? Вы имеете в виду сам спектакль? Сам спектакль, да. Ну, конечно, там совсем по-другому. Да. Все-таки репетиция – это репетиция, но как бы тоже мы вложимся в прогон. Да, а спектакль – это уже, тут уже назад пути нету. Это уже вот здесь и сейчас. Выйти и показать максимально. Да, выйти, показать максимально все свои эмоции, всю свою игру, пение. Мы слышали, пока находились в гримерной, как вы распевались. Это обязательная процедура перед каждой репетицией, перед каждой оперой, распевка? Да, конечно, это обязательное. То есть, несмотря на то, что все уже артисты много лет этим занимаются, распевка – это необходимость скорее. Да, ну это разогрев голосового аппарата, как-то вот, ну, как у спортсменов тоже. Испытано на себе. Друзья, сейчас мы находимся в фойе театра. Это главное фойе, место, через которое все зрители попадают в зрительный зал. Посмотрите, как здесь все красиво. Фотографии, нарезки из спектаклей, различные грамоты. То есть просто одно фойе достаточно для того, чтобы впитать в себя, ощутить дух театра. Вот за этими большими дверями находится зрительный зал. Сейчас мы туда попадем на сцену и посмотрим, как театр, как пьеса, в данном случае как опера, выглядит изнутри, глазами артистов.
нам удалось поймать в фойе театра еще одного очень-очень важного человека, работающего здесь. Важность этой профессии сложно переоценить, и сейчас мы с вами с ним познакомимся. Пожалуйста, представьтесь. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Быстров Артем. Я музыкант, прежде всего, дирижер театра оперы и балета. И в скором времени мы будем исполнять оперу Петра Ильича Чайковского «Иоланта». Прекрасно. Пообщаться с дирижером – это не каждому дано. Расскажите, пожалуйста, немножечко подробнее о вашей профессии. Насколько это редкая в Якутске профессия, долго ли учиться и что вот дает она вам? На самом деле профессия действительно очень редкая. Сейчас, слава богу, в Якутске у нас много неплохих дирижеров. Профессия очень сложная, очень многогранная, потому что ты должен прежде всего отвечать за музыку, за исполнение, за качество, а также за эмоциональное состояние, чтобы зритель смог оценить и понять, что же в ней говорится, и передать определенную энергетику. И не заставить, а дать возможность артистам дать эту энергию зрителям, чтобы зритель был вдохновлен и в следующий раз посещал наш театр. Это просто здорово. Я считаю, что не посетить эту оперу будет самым настоящим кощунством и ошибкой. Приходите, смотрите, наслаждайтесь, погружайтесь в искусство, друзья. Испытано на себе. Сейчас мы находимся в зрительном зале. Буквально несколько минут остается до начала оперы. И я хочу обратить ваше внимание на сцену. Из декораций мы видим здесь клумбу с розами. И это не просто так. Ведь именно благодаря розам, благодаря цвету роз выяснилось, что Иоланта слепая с рождения. Был момент в опере, когда попросили у нее красную розу, а она вместо красной подала белую розу. И это явилось ключевым фактором, ключевым развитием сюжета. Друзья, мы находимся на самых красивых, самых интересных местах зрительного зала. Перед нами разворачивается таинство установки декораций, таинство настройки. И в театре хочется говорить негромко, говорить шепотом, так же, как в библиотеке, чтобы не помешать, чтобы не спугнуть этот театральный настрой. А сейчас мы немножечко пообщаемся с режиссером замечательной оперы «Иоланты» Татьяной Анатольевной. Добрый день, Татьяна Анатольевна. И первый вопрос. Можно ли в театре разговаривать громко? Не нужно ли шептать, как в библиотеке? Насколько это приемлемо для театра? Добрый день, Евгений. Да. Во время спектакля, конечно, надо шепотом, чтобы вас не было слышно. Чтобы не мешать ни артистам, ни соседям по зрительному залу. В антракте можно, да, разговаривать. А по-режиссерски вот так вот крикнуть на артистов: «Эй, вы что там делаете?» Это у вас часто такое происходит? Бывает, что возникает необходимость где-то прикрикнуть, указать, что, как делать? Ну, особо нежелательно, конечно. Но когда терпения хватает у режиссера, это хорошо. Надо довести все-таки тихо, но иногда бывает. Ну, строго. Ну, все верно, да. Ведь от этого зависит сам спектакль. Расскажите, пожалуйста, немножечко про саму оперу. Что это, кратко, что она из себя представляет, насколько она будет интересна зрителю? Ну, сюжет сказочный, да. Заканчивающийся хэппи-эндом, как говорится. Прекрасно. Но со скрытым смыслом. Ну, какой-то скрытый символический смысл есть. В этом какая-то трагедия тоже есть. И каждый человек для себя выискивает, находит что-то новое каждый раз, когда приходя в эту оперу. Даже я, режиссер, каждый раз нахожу. Да, наверное, с вашей стороны действительно каждый момент это все новое и новое можно открывать. Спасибо большое за ваше интервью. Удачной работы вам во всем. Спасибо. Испытано на себе. Значит, мы говорим, уважаемые коллеги или уважаемые участники, осталось 10 минут до начала прогона. Пожалуйста, будьте готовы. Отлично.
Друзья, сейчас мы находимся в кресле помощника режиссера. Точнее, в кресле помощника режиссера находится помощник режиссера, а я сегодня выполняю роль ассистента помощника режиссера. Небольшой пульт, но это очень важное место. От работы человека за этим местом зависит практически все в театре. Как пройдет опера, как пройдет балет, как пройдет спектакль. Это очень важный момент, и мне сегодня удастся немножечко поуправлять сотрудниками, актерами театра. Итак, Там уже все включено, да, можно говорить. уважаемые участники, Да, артисты. уважаемые артисты, 10 минут до начала прогонки. Будьте готовы, пожалуйста. Спасибо. До начала прогона. До начала прогона, да. Ну все, они уже поняли. Они даже поняли. Хорошо. А кто это? Чигос? Отлично. Расскажите, пожалуйста, что такое прогон? Что включает в себе именно прогон? Это генеральная репетиция или все-таки это какое-то мероприятие конечно, немножко это генеральная отличное? репетиция, как на спектакле. Идем от начала до конца. То есть тут уже нету моментов, где вот можно остановить там, да. Это уже как бы за То есть кадром это, уже. по сути, полноценный Да, спектакль, это просто спектакль. без зрителей. Да, без зрителей спектакль, да, полностью. А скажите, пожалуйста, каким образом осуществляется управление артистами, оркестром во время спектакля со зрителями? То есть вы ведь не можете так в микрофон крикнуть: «Стойте, давайте повторим», Ой, или нет, конечно, вот нет. Это как уже, происходит? Это уже все, Как дирижер они- с ними работает полностью, главный дирижер Артем Сергеевич, да, который будет вести этот спектакль. Артем Сергеевич Быстров, полностью это на нем, да. А в Моя только задача пригласить их вовремя. Да, и следить, чтобы все были на своих да, местах чтобы до все были момента. на местах, да. Скажите, а если происходит какая-то внештатная ситуация, кто-то забыл слова, что-то случилось в оркестре, вот какие-то действия у вас есть на этот момент? Предусмотрено что-то? Или такое просто исключено? Не бывает такой ситуации в театре? Не, ну, конечно, бывает. Иногда солисты приходят, подходят и просто вот так вот просят по-человечески: Ирина, вот в этом месте я могу немножко, как бы, может быть, я могу забыть, да, или запамятовать. Ну, бывает всякое, да. Мы же люди как. Да, естественно, люди, все, да. всякое Ага. бывает, всякое случается. Так, нет, нормально, рабочие моменты, все прекрасно. Да, так. и просят помочь, да. Вообще, по идее, в каждом театре должен быть суфлер, да. Суфлер — это тоже такая профессия, которая подсказывает. Но в случае с оперой это тоже происходит. Конечно, да. Ну, в больших театрах это как бы наушники они одевают, и они все это слышат. Что искала? Вы видите, насколько Нет, я не искала. серьезная профессия помощник режиссера. Это такая должность, когда все подходят к тебе что-то спросить, что-то узнать, Да. и нужно на все иметь ответ. И тут, да, конечно, как откажешь, да? Помогаешь, когда сидишь уже на стреме, вот у нас вот клавирчик, прямо по нему сидит помощник режиссера по опере и работает, да? Здесь у нас, значит, все пометки, в этом месте у нас открывается занавес, здесь должны быть заряжены артисты, вот все вот у нас вот помечено, да? И вот сидит помощник режиссера и все по клавиру полностью работает. То есть помощник режиссера — это человек, который Да. переживает полностью весь Да. спектакль от самого начала до Да, и конца вот солисты подходят и со говорят: всеми вот, Ирина, вот в этом вытекающими. месте я могу забыть слова. Ты, пожалуйста, мне там крикни. И когда подходит момент, иногда, конечно, заранее говоришь. Ну да, просто да, потому что подготовьтесь. ты сидишь, не только как бы следишь за спектаклем, ты еще чувствуешь, что человек, вот чувствуешь, что он забудет. Это да? должно быть какое-то Забудет, седьмое да, чувство, бывает. когда Да, ты видишь с ними и сопереживаешь переживаешь. это, да. полностью, да. Конечно, помощник режиссера остается за кадром, как тоже, как бы, да. Ага, и, Боец невидимого фронта. Да, бойцы невидимого фронта. Но мы, как бы, когда аплодируют наши зрители, Мы да, понимаем, что мы все тоже, мы знаем, что да. нам это тоже Безусловно, это относится, заслуга да, да, мы- всех, кто не да, видим всех- для обычного всего зрителя. коллектива, да. Ну вот Здорово. по поводу суфлерства, подсказки. Понятно. А как-то вы в течение спектакля, в течение оперы поддерживаете связь с режиссером? То есть, может быть, какие-то есть указания, что нужно делать что-то вот по-другому? Вот бывает ли Нет, это смена всё делается направления? на Все это репетиции, отрепетировано, на все это на прогоне? Если только форс-мажорные обстоятельства, да, ну вот так вот, вообще как бы запрещены телефоны, да, ну он у меня вот так вот лежит. Ага. Потому что Да. мало ли что. Ну, когда он начинает, я же вижу, от кого приходит сообщение. Иногда звонит, иногда там вибрирует, да. И если читаешь, там что-то там не открылось или еще что-то, да. Но у нас редко такое бывает. Вот. Редко бывает, что когда артист не выйдет, вот такого нет у нас. Я думаю, это исключено, конечно. Да, же. конечно, исключено. У нас все вовремя, Театр все. такого уровня, здесь не может быть никаких просто ошибок. А вот у вас такое интересное рабочее место. Здесь есть какие-то функции вот у этих кнопок, переключателей, или это относится к управлению сценой, к управлению декорациями, светом? Это вот вообще это ваша вотчина или нет?
Но то, что вот здесь, вот видите, да, вот эту аппаратуру, здесь у нас, значит, вращение круга, трансляция по всему театру. Ну, то, что вот я вот, Это да, тоже выполняет это эти все я, функции да, при помощник мне, да. режиссера? Я веду спектакль, я и передвижение как бы управляю, да, механически как бы. А вообще у нас есть работники сцены, сценомашинисты, да. Наш главный сценомашинист Афанасий. Он у нас, значит, главный, и мы с ним как бы наравне, да, работаем. Там все передвижения по рации, я ему даю команду. Сценомашинисты, будьте готовы, да, и будьте готовы к следующей смене, да, картины. И они как бы уже, я вижу, они там стоят по углам. И у них тоже есть обратная связь, готовы. Также связь со светом, да, выход с правой стороны героя, да, ну, чтобы эти осветители успели схватить, да, взять светом. Со звуком, если нужна фонограмма, да, подключить фонограмму, да, скоро будет, да, фонограмма Всё чего-то, это заранее чего-то. Да, отслеживается, да, информируется. сидишь и смотришь по клавиру, да, и говоришь заранее уже, предупреждаешь. Приготовьте гром, приготовьте стробоскопы, там, ну, такие вот звуковые всякие эффекты. Замечательно. Слушайте, помощник режиссера – это реально человек, на котором держится все оборудование сцены, все артисты, оркестр. Это просто незаменимый человек. Сейчас мы видим, друзья, что потихоньку начинают выходить на сцену артисты. Буквально сколько у нас? 5 Да, минуточек сейчас уже надо осталось пригласить до 4, да, уже? прогона. 4-3. Давайте пригласим сейчас, да, используем волшебный Сейчас мы микрофон. приглашаем артистов, уважаемые артисты оркестра, да, прошу пройти, занять свои рабочие места. Также приглашаем солистов, да, которые начинаем с первого акта, солистов и женский хор. Сейчас Также тоже- мы приглашаем дирижера Артема Сергеевича. Всё, микрофон включен, можно говорить? Сейчас, секундочку. еще время. Включаем. Уважаемые артисты, участники спектакля, участники оркестра, приглашаем вас на сцену, приглашаем солистов. Пройдите, пожалуйста, на свои места. Спасибо. Что-то еще? Уважаемый Артем Сергеевич. Уважаемый Артем Сергеевич, вас Прошу мы ждем. пройти. Особенно прошу пройти на ваше рабочее место. Благодарю вас. Ну вот все, всех пригласили. Так, Теперь, замечательно. значит, мы всех участников пригласили. Теперь нам нужно закрыть занавес. Так, Для этого мы связываемся с работником сцены. Да, нажимаете на эту кнопочку и говорите: осветители, я могу закрыть занавес? А осветители, можно ли закрыть занавес? Давайте-ка еще раз. Давайте-ка еще раз. Вот. Ребята, слышите, да, осветители? Да, можно. Можно. Все, можно. Значит, мы закрываем Закрываем. занавес. Надо нажать на эту кнопочку, вот эту вот синенькую. Смотрите, кнопочка закрыть. Одной кнопкой закрывается занавес. Держим. Пам. Держим до тех пор, пока они у нас не сомкнутся, да? Отлично. Теперь мы должны подойти. Так. Иногда бывает, что это они у еще нас не как бы всё. закрываются, а нижняя часть вот так вот открыта. Да, поэтому мы так вот приходим и так аккуратненько вот так вот чик, закрываем, поправляем. да. Мгм. Да, последние штрихи Так. нужно пройти, посмотреть. Так. Проверяем, Да, все всё ли здесь в порядке, нет ли лишних людей, лишних предметов, Да. все ли хорошо выставлено верно, на да. сцене, все ли декорации стоят как надо, нет ли каких-то препятствий для артистов, чтобы они споткнулись, ненароком не задели что-то. Все это проверяется. Так. Здесь мы видим все безупречно. С этой стороны Теперь все готово к приему зрительных восторженных взглядов. Теперь опять берем рацию Берем рацию. и говорим: внимание, все службы готовы к началу прогона. Внимание, все службы готовы к началу прогона. Зал снимаем. Зал снимаем. Так и Говорите, говорите. зал снимаем. Зал снимаем. Они используют специальные термины, которые в целом понятные, простые, но в театральной обстановке это кажется совсем другим. То есть каждое слово имеет какой-то скрытый смысл, свое значение. И это нужно только знать, это вырабатывается годами. Я думаю, что здесь все уже с полуслова друг друга понимают, с полукоманды даже. Ждем режиссера. Так, Ждем дирижера.
ждем дирижера. Сейчас он подойдет. А момент начала спектакля с приходом дирижера, то есть он должен сделать первый взмах, и Очень тогда... хороший вопрос, правильный вопрос. Смотрите, вот мы, значит, пригласили всех, зал сняли. Допустим, у нас уже дирижер там в яме. Так, Что-то он задерживается. Связь, да? Вот эта вот кнопочка у нас связь с дирижером. так. Перед началом спектакля, когда он прошел, зрители поаплодировали, то есть мы уже Знаем, что он на работе. И тишина. Тишина, да? И как тишина, начинаем нажимать на кнопочку. Нажали на кнопочку, смотрите, она горит. Да. И он дает в ответ. То есть, Что он принял вот это. кнопочка, да. И то есть я понимаю, что все. Всё в порядке. Прогоном идем, прогоном. Дирижер на месте. Нажимайте на кнопочку. Один раз, однократно. Нажмите, ага. Сейчас он ответит, а может не ответить. Это волшебная кнопочка Он с говорит. лампой. Это связь с дирижером, прямая связь с дирижером. Что-то он не видит. Проекция включена уже. Да, экран уже включен должен быть. Экран включен. Я даю сигнал дирижеру. Все. Мы уже начали. И мы следим по клавиру. Смотрите. Вот мы играем. Играет он уже. Вот пошло. Играет. Внимание, сейчас у нас пойдет занавес. Вот сейчас как раз тот момент, когда нужно говорить шепотом, чтобы не сбить настрой артистов, не сбить настрой оркестров. Мы видим открывающийся занавес. Ага, запись идет.
Друзья, хочу вам показать с гордостью, не побоюсь, результат моей сегодняшней частички моей сегодняшней работы гримером. Конечный результат знаменитого Александра Емельянова в полном обличии, в полной, так сказать, боевой раскраске и в боевой выкладке, если можно будет так сказать. Смотрите, конечный результат человека, который через несколько минут уже выходит на сцену. Испытано на себе. Ну что ж, друзья, сегодня нам удалось посетить закулисье театра оперы и балета, Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия. Мы побывали в гримерной, мы помогли артисту загримироваться, пообщались с ведущими исполнителями оперы, побывали в костюмерной, даже побывали в роли ассистента-помощника режиссера, управляли сценой и показали вам то, чего не видит обычный зритель. Театр – это прекрасно, театр – это в любом случае интересно и познавательно. Я думаю, что для любого возраста, для любого человека театр это всегда остается чем-то таким волшебным, что происходит не каждый день, пусть происходит редко, но это здорово и это дает бесценные эмоции, бесценные впечатления, замечательное настроение и зачастую общение с такими прекрасными людьми, которые заняты, служат в Государственном театре оперы и балета. Всем большое спасибо. Это Якутия-24, проект «Испытано на себе». До встречи! Испытано на себе.